С начала текущего года в республике на пульт 01 поступило более 80 ложных вызовов. Из них треть – это звонки детей. Остальные сообщения с недостоверной информацией поступают, как ни странно, от взрослого населения. Как влияют ложные вызовы на работу пожарной службы и возможно ли с ними бороться, выяснял Виталий Абрамов. С ложными вызовами борются давно, но подобные сообщения не прекращают поступать на пульт диспетчеров. Лишь за прошлые сутки в республике на пульт 01 поступило 3 ложных вызова, а с начала года 85. В 2014 году количество ложных вызовов по городу Якутска было 1963, из них 140 вызовов ложно срабатывания сигнализаций. Значит, еженедельно на пульт 01 поступает примерно около от 8 до 10, ну и более, может быть, ложных вызовов. Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, так как никто не может дать стопроцентной гарантии, что оно ложное. Пожарные не шутят человеческими жизнями. Они должны полностью исключить даже вероятность угрозы, прежде чем смогут с уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает. Но иногда граждане бывают и чересчур бдительны. Люди даже звонят по таким вызовам, что в подъезде пепельница просто, запах пепельницы. То есть, много, да. Даже из-за такого очень часто тоже звонят. Приезжаем, слабый запах дыма, допустим, есть в подъезде. Пытаемся найти, находим. Все равно мы до конца находим. Если мы чувствуем, что есть запах дыма, мы должны до конца выяснить, откуда, что было. Ложный вызов создает специалистам МЧС лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов. Кроме того, ложные звонки занимают телефонную линию и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. Только за одни сутки диспетчеры 01 обрабатывают более 1000 звонков. Даже взрослые бывают, что действительно балуются. И просто как-то не очень-то приятно, потому что, я говорю, они просто думают, что, наверное, тут сидим, не работаем. В связи с этим шутникам необходимо знать, что на пульте ведется запись телефонных разговоров. Аппарат оборудован определителем номера. Так что определение личности звонившего не составляет труда. За 2014 год по 207 статье, это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено 4 уголовных дела. А то, что касается заведомо ложного вызова специализированных служб, это статья 19.13 Кодекса об административных правонарушениях, выявлено и составлено в отношении граждан более 170 административных протоколов. Согласно оценке специалистов, выезд одного расчета пожарной бригады, который отправляется на место предполагаемого происшествия, стоит 40 000 рублей. В конце добавим, что с начала этого года заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва или ином акте терроризма карается штрафом в размере 1 миллион рублей или лишением свободы сроком до 5 лет. Виталий Абрамов, Павел Никифоров, НВК Саха, Якутск.